Ассаламу алейкум. Программа «Неделя» подводит итоги прошедших 7 дней. В студии Ислам Ершов, и вот о чем расскажем в выпуске. 77 лет Великой Победы. В Грозном провели военный парад. Докладывает генерал-лейтенант полиции Алханов. Вольно. Вольно! Масштабные религиозные мероприятия прошли по всему региону. В День памяти и скорби народов Чеченской Республики вспоминали тех, кто погиб, защищая Родину. 26 семей отметили новоселье в один день. Они получили новое жилье от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В Казани завершились Дни чеченской культуры. Что показали жителям Татарстана и как принимали чеченскую делегацию во главе с Айшат Кадыровой. Я считаю, что культура – это та среда, это та живительное благо, которое позволяет нашим народам иметь будущее. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. Джабраил малайки, Микаил малайки, массу малайки саятча дел чотя, хит хай саят эдуба Аллах дал цунг. Ишия сахал узу цудулайч ба от саят малайку. Иду халонг дал дели قيق дуба سهي وزن دل ما خلق الله كرئال. إيش تخلدو يخي نحشين هر تعنا أدمي سايس خير مداسر شايل. أقول خلدو أوديخ شورا إساق أستر. وين مسان قد يشوما دو إز وين مسان تعوه دل يشوما دو إز وين مل بيش شانا تعوه دل يشوما دو إز الله دالا إسا دالر. По завершению проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. В столице Чеченской Республики прошел парад в честь 77-й годовщины Великой Победы. В этом году в нем принимало участие рекордное число военнослужащих – свыше 10 тысяч человек. По традиции военный парад принимал глава республики. За торжественным шествием бойцов, часть которых накануне вернулась со спецоперации на Украине, наблюдали и те, кто помогал бороться с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Подробнее в репортаже Седы Хасиевой. Марш более 10 тысяч бойцов из спецподразделений проходит под гимны России и Чеченской Республики в городе воинской славы Грозном. О начале готовности мероприятия главе региона доложил генерал-лейтенант полиции Руслан Алханов. Товарищ глава Чеченской Республики, личный состав Грозненского гарнизона на торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовы, докладывает генерал-лейтенант полиции Алханов. Вольно. Вольно! На параде, посвященном 77-летию со дня победы Советского Союза над фашистами, Рамзан Хаджи Кадыров передал Адаму Делимханову золотую звезду Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звание Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу. Среди участвующих в параде и последний оставшийся в живых ветеран Чеченской Республики Юнус Абдулшаидов и другие герои, прошедшие Великую Отечественную войну. Ежегодно мероприятие проходит на центральном проспекте города. В параде участвуют сотрудники всех силовых подразделений МВД по Чеченской Республике и Росгвардии. Луганских народных республик для дальнейшего принятия участия в проведении специальной военной операции. Также приняла участие колонна из более 100 единиц специальной военной техники.
По завершении парада колонну из 13 тысяч участников бессмертного полка возглавил Рамзан Хаджи Кадыров. Седа Хасиева, Моусар Давудов, Ислам Али Султанов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики неделя. В Ахмат-Юрте почтили память первого президента республики и всех жертв трагических событий в истории чеченского народа. Видные богословы из сотни мюридов шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, собрались, чтобы вместе совершить религиозные обряды. В их числе председатель Совета алимов республик СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров и муфтий республики, которых в своем доме принимал глава региона. Не остались в стороне и его соратники, которые провели обряд сага. Репортаж Мухаммада Жамалуллейлы. Мюриды шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, частые гости в доме главы республики. Около сотни последователей великого устаза собрались, чтобы совершить зикр, так как этому учил духовный наставник. Религиозный обряд провели в память о первом президенте Чеченской Республики, герое России Ахмате Хаджи Кадырове. Затем всех пригласили за накрытый стол. Глава республики старается уделить внимание каждому. Особое почтение и гостеприимство проявляют и внуки первого президента республики Ахмат Эли и Адам. Старшие вспоминают героическую жизнь Ахмата Хаджи Кадырова. شو دولين بيركت سن بيركتينيق أتنيقة دادوش دلويقام ديديني ميل دالر داهرح عيرح موقت امبرح دينيح نش دلرح ديديني ميل دالر سودوش دايوخ دوي. Религиозные обряды прошли в мусульманском центре Ахмат-Юрта Хажинбеш. Последователи шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, объединились в едином зикре для поминания Всевышнего Аллаха. Так здесь отмечают День памяти и скорби народов Чеченской Республики. دين سي ايدر يا دال يوين يلي الهر برختو داهر يا دين اللي يدر يا هرتعاها دين حيق مدويلوي دق نعمة دال تهنوي خاچين. Собравшиеся вспомнили истории из жизни первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и его соратников, которые отдали свои жизни ради мира и процветания на чеченской земле. После зикра здесь же в Ахмат-Юрте провели обряд жертвоприношения. Мясо жертвенных животных раздадут всем нуждающимся. دار يلص من هاي شبويل دار مقلح داجي تقول لي دايت دقل ملخل بولكنت تعافيت دروات في سيشات أخمات تيلا الله أكبر. تقوبل دويل قدا لا ويدقش ساعتين سين دقات دويل قدات تقوين ديت ويش دوت لا تعمد حاجة لا لازم تقوبل دوت نخشي قام كل هردقش يسدعلوش ونخشي قومن هالموح برخت بقش يسدعدلو. Религиозные обряды и благотворительные акции в память о жертвах трагических событий в истории чеченского народа прошли по всей республике. Большое участие в богоугодных делах принял региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Благодаря этому малоимущие семьи в очередной раз почувствовали поддержку и внимание, в которых они так нуждаются. Мухаммад Жамалуллейла, Арби Чакаев, Асан Исхаев. Неделя. Новым министром здравоохранения Чеченской Республики стал Сулейман Ларсанов. Его членом правительства представил глава региона. Рамзан Хаджи Кадыров отметил большой опыт нового руководителя Минздрава и выразил уверенность, что под его управлением ведомство продолжит улучшать работу в области охраны здоровья населения.
صندوق صنع متعدد دوتي على مصود أتنشيني مصود ميلو الكشيء نبرولين على عشان صح عدن دوتي على أتصل جودان بس تاولين دردس نون داك توهور بچتي دين عبوك نساني دودس نون داك سون ديكوي شو داك توشي داك نوچو کابینت شدن خوشو دستان چوان امیل دایشش ملک با نباید اگر سلیمانی با بیت کی بله دانه حال بابو سعی قیروش بابت دلادانه شادریگی دان او سیف میستت заместителем председателем правительством, советником Дон, Байсултаном, руководитель администрации, все правители, все мы будем тебе помогать. Хабуал Абайт, главное, ходин Абуса Дон, сун мавоузер Дон, сун мавоуз мавоузиттер Дон, ходикш агвар Дон, ходавач ана Хабуал Дон, агвар балхисан. Лайрами Рамзан Хватович, дейресхул тишем балар галмол ар. Сачу амелдол, он не амат хажения, главврачиш на остигал далмула одним коллективом на благо республики, на благо больных, которые нуждаются в оказании медицинской помощи, Прежний министр здравоохранения Идрис Байсултанов назначен советником главы Чеченской Республики. Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил его за проделанную работу и пожелал удачи на новой должности. حق حامرتي كرشوا شقدر دودا مولحتي دقة بخ وغلاورتش قاق ديريس خل ألالا أرسنتي سيتي بابش برجع قيتم يقبلش تعنيق دولار أغوبلش قانين ولاش سيتي حبخ كنا دقة سليماني دال أتوبل دال تعبيرت كيول دال مولح ويقيتم سي وين خوشتولشنتي وينا وسيخيردو ونا وصلوا ديردو دقدول شتول شمان تحكيش دي خيش دق أول شما دشم دير دال مولح. Рамзан Хаджи Кадыров встретился с командирами силовых подразделений из Чеченской Республики, участвующих в спецоперации на Украине. Они вернулись после успешного решения первого этапа боевых задач в Луганской Народной Республике. На встрече обсудили уже проделанную работу и определились с дальнейшей тактикой действий. Помощник главы региона по силовому блоку, заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Даниил Мартынов представил Рамзану Хаджи Кадырову доклад о ходе спецоперации по освобождению Донбасса. Сориентирую по карте. Значит, вот находится Попасная, который находится под нашим контролем. Дальше идет Рубежная. Вот на Рубежная. Вот здесь она. Это где Апти? Это где Апти. Сейчас готовится к дальнейшим наступательным действиям в направлении Северодонецка. Предприятия мэрии города Грозного получили новую спецтехнику – автобусы, мусоровозы, автогрейдеры и так далее. Всего 43 единиц. Перед вручением их лично осмотрел глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. سسكيتك سكودك على هورنا نعد هورنا قديس ده هورنا دم على جوزين ليش وتجي على زنا وسطان وقع بيخ شو عداوات وقع وتجوات وقع ده عزوج يعتقد على عزوج الحياة يعتقد ده وتجدي وتعدون boos. We gaan dan, we weg. Met jou dan, weet en neer terug dan, cultuur neer dan. En cultuur, je gaat zeggen dan, we worden al paketjes, Данная спецтехника значительно облегчит работу представителей муниципальных предприятий города, считают в мэрии. Острая необходимость данной техники обусловлена тем, что, к примеру, скажем, подметально-уборочные машины, которые предназначены для механизированной уборки дорожного полотна, в рамках нацпроекта «Безопасной качественной дороги» за последние 3 года значительно увеличилась общая протяженность дорог с асфальтным покрытием. Соответственно, и возникнет необходимость приобретения данного вида техники.
В доме муфтия Чеченской Республики Салаха Хаджи Межиева собрались десятки мюридов шейха Иласхани, да будет возвышена его святость. Последователи устаза провели религиозные мероприятия. Под руководством муфтии они совершили коллективный обеденный намаз. ويداخر مرشد داخل ويوري سوري مرشد ياخن غازوت يح دال دو علوانو دال مولع إشتا أعمد هاش دال غازوت قبول دلسن سنت إيراء إشتوية بلشانت إيراء ساغة دوخش أعمد هاش درجة لقوة قرديلي ديوخش إشتوية إخت أخلو ديلي بيوخش إشتوية باشا رمزان هاش عالشور ويموخ عالشبر أوكراين موخكاها غازوت يح قايكش بوش بول ويوجري عالشبر ديلي ديوخش دو عنشتشا. Далее все собравшиеся совершили зикр, восхваляя Всевышнего. Религиозное мероприятие прошло в честь Дня памяти и скорби народов Чеченской Республики. Здесь вспомнили яркие примеры мужества и отваги из жизни первого президента Ахмата Хаджи Кадырова и его соратников, отдавших жизни ради мира и процветания. الله سوشل دال هر نعمة تون هر إما بيرك دال لا تولدر. В День памяти и скорби народов Чеченской Республики в Грозном состоялась благотворительная акция. Ее организовали некоммерческие организации при поддержке Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства. Активисты раздали свыше 300 килограммов мяса жертвенных животных людям с инвалидностью. هور بتابوك سنة اشتمس ساعة نيق يغويش مس ساعة نيق لوتش شو حق قوي قارسوق يغي تنشنا ديل ريس خليل طبعا هو مخ أنا مخارة نيكميرشسك أورجانيزاتيو يشاب خبي عصو أورجانيزاتيو أورجانيزاتيو عبولناخه تغن أو مخها ويبتشعو بيلقل دقنا ويقومو دزديش ساغنش دلرتس دقليتس دزديش دوليرده شاشة أودينا هينتصلت مخلة دقيقة خيردو ألا نيكميرشسك أورجانيزاتيو دو قش ساغدو ويزي سيلا وشدال إساغ دقاش دويل ويزي سيلا وشدال ديكنز بيخن بويل ويبتشع إزر نشكع دنيا يأ مع دو ساغنش دو دال إساغنش دقاش دويل إساغنش بحان دولشا وآخر أهل دقل بيش أبولغش بالبالغ ولردش سينجت مع لردش غيرنا لردش أوكرانيا بغان بالوجري موجش مارش تأبيرزوش تسير غازو تقابل در ديوخش شاش بولش متعالش بر ديوخشة ديل ديوخ. На этой неделе сразу 26 малоимущих семей смогли отпраздновать новоселье. Такой подарок им сделал региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Новые дома получили жители Курчалоевского, Ачхой-Мартановского, Грозненского, Шалинского и Гудурмесского районов, а также города Грозного. Новоселам Бисаитовского района документы на жилье вручил мэр города Хасмагомед Кадыров. Подробности в следующем сюжете. Долгое время жилищный вопрос в семье Умара Батаева оставался открытым. Все средства уходили на самое необходимое – оплату съемной квартиры, лекарства и еду. دول حلقي شيء بتشعوا داق أي مع الناس يناس ديري سخيلسان داق أحمد حش تصير يولش فوندير داق سيجر فينانسيروني يولش ميل سيخا دياش هر تين وشوس ماشينا هر دوزلتان وشو بغيتنا داق سون سايت إرخاء وقريون باغر خويت إرخاء دقر ديري سخيل على إردال ديكنز Амна Твахитаева растит двух дочерей и сына-инвалида. О строительстве собственного дома она и не мечтала. Все деньги уходили на приобретение лекарств. Именно таким семьям региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова одновременно возвел 26 домов по всей республике. В Гудурмесский район вручить ключи новоселам прибыл министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов. وتناشدينا دايرز وباتشنا خليله دايرز ومحنا أمان ناكله خصوص مشروع دار إستوش خليله دايرز خوش وزن ديل دايرز خليل وزن ديل هرس
Страдагадяк мокшоч кантолш, халвалшар со ятубоч самнёмна соцадолш, вайпачана аймани нисиона дедрез халил везендел. Сотрумял дин дикта дикансбиекам бойл. Новые дома построили и для малоимущих жителей Шалинского района. Зарета Сулейманова рассказывает, что раньше ютилась в вагончике. Теперь в ее распоряжении просторное жилье, в каждой комнате мебель, есть даже садовый участок. А в Висаитовском районе Грозного дома получили сразу 6 семей. Вручить ключи от долгожданного жилья приехал мэр города Хасмагомед Кадыров. مسو مخكا مسو متدعوة مسو يرشكا حارس إرساقا جزمتك تسيوش أوردينا قسمش دعوش بلنيتي بيجان وديش أكا برودكتي وديش مسو أور وديش بوكش. Для комфортной жизни новоселов здесь есть все необходимое. Жилье построили в новом микрорайоне, который разрастается с каждым днем. Рядом возводят школу и детский сад, а к домам ведет асфальтированная дорога. Мухаммад Джамалыла, Маусар Даудов, Истам Султанов. Неделя. В Казани прошли Дни чеченской культуры. В связи с этим с рабочим визитом Татарстан посетила министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова. Ей устроили прием на самом высоком уровне. В том числе прошла встреча с главой Татарстана Рустамом Минихановым, где обсудили дальнейшее сотрудничество и укрепление дружеских отношений регионов. Айшат Кадырова посетила культурный центр «Сайдаш» и открытие выставки Музея Чеченской Республики, где представили более 100 произведений, предметов декоративно-прикладного искусства и современности. Я считаю, что культура – это та среда, это та живительное благо, которое позволяет нашим народам иметь будущее, идти вперед. Посмотрите, какие потрясающие работы. Мы представляем на нашей выставке изобразительное искусство, декоративно-прикладное, этнографию чеченского народа. Особую ценность представляет этнография XIX века. Национальных предметов того времени сохранилось очень мало, поэтому она имеет еще большую культурную ценность. Также здесь представлены живописные полотна 16 художников, уроженцев Чечни. В малазийской мечети будут платить школьникам за хорошие достижения в учебе и изучении религии. А в Великобритании мусульманка пожарная удостоена премии за образцовую службу и подачу отличного примера молодежи. Об этих и других новостях Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Необычный способ привить любовь к учебе и к религии придумали в Малайзии. Теперь по окончанию учебного года каждый учащийся средней школы может предъявить свой дневник в мечети. А за свои достижения ему полагается денежная выплата. Таким способом прихожане и служители святыни стимулируют подрастающее поколение к приобретению знаний. Полицейское управление Портленда, США, предоставило неоспоримые доказательства умышленного поджога одной мечети и 2 синагог. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось вычислить преступника. Им оказался 34-летний журналист-фрилансер Майкл Бивинс. Обвиняемый задержан и дожидается суда. Благодаря новейшим технологиям в Медине смогли показать преображение мечети пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, начиная с самого начала ее возведения. Выставка включает в себя современные технологии и интерактивные экраны, показывающие архитектуру и информацию, связанные со святыней. Также имеется зал, где представлены древние артефакты. Огромная проблема с погребением стала перед мусульманской общиной Японии. 99% умерших в стране подвергаются кремации, в числе которых и верующие. Лишь 7 кладбищ допускают погребение по канонам ислама. Лидеры общины подали петицию в Министерство здравоохранения с просьбой о предоставлении отдельной территории для захоронения усопших. На данный момент прошение остается без ответа. Мусульманка пожарная из Великобритании удостоена премии за образцовую службу и подачу отличного примера молодежи. 27-летняя Уруса Аршид с самого раннего детства мечтала стать спасателем. Благодаря упорному труду и выдержке ей удалось воплотить грезы в реальность. Начальство, равно как и коллеги девушки, выражают за нее гордость. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале.
В Грозном отметили 100-летие со дня рождения народного писателя Чечено-Ингушской ССР, классика и переводчика Ахмада Сулейманова. Участие в нем приняли представители творческой интеллигенции, а также дочь известного просветителя Зайнаб Сулейманова. Литература езелерсон и сайда бахандолш. Так поэзи езелерсон юх и фольклор о ещё сидишь. На улице, именованной в его честь, установили мемориальную доску в память о писателе. Амади кушер байшо качтештер халгар мая тахцун леран дуккадер хумниш цара цаа и инвол урамбу хара инвол цедо цина Амади цетилер дахал наватор борер инза дел аятам айдал вайн городской дума мэри дуал бяхкана масара ятубина цетилан инсулта Ахмад Сулейманов ирбошу кадалнакла тасун кеги чаку алурдер Сулейманов Ахмад вой хылк сидушун вой хылк яхюшун вой хылк дузулдушун сюнче юз сюн поэзи юз су дина куду хаусун книгшир дал эту больше дал эхбертиёль. По всей республике продолжаются установки счетчиков потребления газа нового поколения. Работы начались сразу после окончания отопительного сезона и планируется завершить до начала нового. В селе Валерик сотрудники газоснабжающей организации уже выполнили большую часть работы. 134 счетчика вверх, уже 59 счетчиков вверх после отопительного сезона. Üç değerli muğlaha, okşinkine çekiyor oluyor. Kıyış yurtta diye doydu. Каждый улица halonşa normativ şükstetsene. Beş bol bu sen zaren alış uyudumleniye şu çiçeğin gazı dağıtıyla uyudumleniye şu iş uyudumleni bu kuray oynayan. Здесь же, в Очхой-Мартановском районе, реализуется программа социальной дегазификации. Работы по прокладке труб в самом разгаре. 156 семей уже получают голубое топливо. Более 700 заявок в Очхой-Мартановском районе. Общая протяженность более 100 километров газопровод челш. Так, запроектировать осметить, что тут я белыш бешву. В последние дни месяца Рамадан этот мир покинул наш коллега и друг, видеооператор Имран Абазаев. Ему было 39 лет. Имран всегда отличался скромностью, добротой и отзывчивостью, строго соблюдал все предписания религии и был образцом истинного мусульманина. Коллектив ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова выражает искреннее соболезнование семье и родственникам Имрана Абазаева. О нем наш следующий сюжет. Скромный, добрый и отзывчивый, а еще очень искренний. Эти качества всегда отличали Имрана. Долгие годы он проработал видеооператором. Его имя в титрах любого материала считалось знаком качества. В этой студии Имран Абазаев делал записи тематических и новостных программ. К работе он подходил профессионально и ответственно, но, слыша призыв на молитву, съемочный процесс для него и коллег останавливался. Своевременному намазу он уделял особое внимание и был примером истинного мусульманина. Однако его жизнь оказалась недолгой. Из-за внезапной болезни Имран Абазаев покинул этот мир в возрасте 39 лет. Для всех, кто его знал, новость стала настоящим потрясением, в том числе и для коллег, с которыми его связывали не просто рабочие отношения, а крепкая дружба. خدر تعلم سجت تسوي شيء بالغ بويش ورز قطعم الودرة لامز جولر داش توتي جوت إيرودز أمران مسوخينا شيخينا لامز داش سنة داش إشتا أمران دعوة بق إيش مخلط تون تبالغ ناقصت تون ديكوش دالديق الو داجش دلت بالغ بوت سوق تعيشت ناقصت الويش شانت ها وات Имран дائما غدا كيش волш на остада كيش волш خلاص صبر долш إيمان долш сагвар дала ша хач метках вакови волда гачталсон. Имран был волонтером благотворительных организаций, но не любил рассказывать об этом. Проект «Бесплатное такси» в месяц Рамадан, в котором он принимал участие с самого начала, назовут его именем. أسديتي سهو ناقوش كويستخليرز صوت عصون تبي أنا دلع صديقة ده شيء يقول دلوقتي نحول إيش توزن ورسون بعض شيء أزبير شو بعد سام أكتر نبال بيش دير دو أزنوق يا خزين سنج قوي كأنتور
так и أسي هم بوأتي دا زكاة شقيول شو ده سوري تي شو ده تو دسمي ببال بش داتر توت عدا سيازي واللي موسم مش كان شاول شون شيء سبشني يطلع شيء ناسن تا إكسن ويجيش والو يشتغل له هنت تكسي بارك بيس بلاتن تكسي ال دو حلوق يوجدون دا إيش بيس بلاتن تكسي اليوق يلوزه تونت يتأيى ترقى تونتلينا إمراني أتأتي نقوى تود إحتنا قطع بيس بلاتن تكسي إمراني الله بس إمران تأخير وشو صندوق يشكن توري بعد ديك وشور ديك ناقص وتيش مور تحت صوصنا ديل دو عندهم ده شيء سقوا لو شو أتكي برا تاچو باغан только да делорка да визме филс миёлчон да фида усес малочно. Он покинул этот мир в священное время, последние дни месяца Рамадан, оставив для родных, друзей и знакомых не только теплые воспоминания, но и пример для подражания. У Имрана Абазаева остались жена и 4 детей. Абдулла Батаев, Азан Идрисов и Аслан Исхаев. Неделя.